«11 февраля молодежь Ингушетии собралась в актовом зале школы Элин города Назрань, чтобы проверить свои знания в области религии. Около сотни парней и девушек республики приняли участие в первой исламской интеллектуальной игре «Знай свою религию», приуроченной к месяцу рождения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Мероприятие было организовано Комитетом по делам молодежи Республики Ингушетия совместно с Духовным центром мусульман Ингушетии при информационной поддержке радио «Ангушт». Объявления о готовящейся игре направлены на духовно-нравственное воспитание молодежи республики, популяризацию интеллектуальных игр и повышение уровня знаний молодых людей с первых же дней вызвало положительный резонанс среди населения республики. Большой радостью для верующих стала новость о том, что победители и призеры игры «Знай свою религию» получат возможность совершить паломничество к святыням Мекки и Медины в 2013 году. Assalamu alaikum. Muhti aytib bakka hayshi boy igir halqtan dosh dagul olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقي موش دالة ويواشق قدر بركتي دوت بيدني دوت واشي وي ديك حمقا سودوش دوت يموتك بيلغة هيتم عد بيلغة جويك دالة بيهما بيلغة ليحشوين حهو هنيالش دن دوزر وانتئي هاي دن دوزر مش تتحيان دن دوزي هنا داق اوستان حبه كارج تخدق غوز دوحكش ديك خيطن شو حده كا موتك لا تسئ يركوه طوالولار يعني داخت ويئيل وز حمل وينره تبيت ليتsa равогу يمهتك حواش هي لا مهتيات زبرت بولج وكيجنا يارسل دال яндали позберкет дачаки мохтик дал ничем дахтов ималуды. Прежде чем как мы начнем, я хотел бы пригласить сюда человека, который будет объяснять вам положение и правила игры и вообще суть этой игры. Ахмад. Салам алейкум ва рахматуллахи. Ахмад Яхужуса. Я хотел бы сказать для начала, перед тем, как мы начали, мы должны понимать, что мы в первую очередь несем ответственность перед Аллахом за все наши действия. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ман гашшана фахуа лейса минна», тот, кто нас обманул, тот не из нас. Поэтому я перечислю те условия, на которых мы вас пригласили, и если кто-то все-таки нарушает это условие, нас-то он обмануть сможет, но Аллаха он не обманет, и ему надо будет отвечать за тот грех, который он совершил перед Аллахом. Поэтому мы все, конечно, хотим выиграть, все хотим поехать в хадж, но мы должны понимать, что все, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал своему сподвижнику: знай, что если все джинны и люди на этой земле соберутся, чтобы навредить тебе, они тебе ничем не навредят, кроме того, что тебе предписал Аллах. И знай, что если все джинны и люди соберутся, чтобы принести тебе пользу какую-нибудь, они не принесут тебе никакой пользы, кроме того, что тебе предопределил Аллах. Поднято перо, высохли чернила. То есть вы должны знать, что все предопределено. Тот, кто выиграет, значит, он должен был выиграть. Тот, кто проиграет, значит, он должен был проиграть. Условия, о которых мы говорили, мы сказали, что регламент вот первого тура, который мы сейчас будем отборочно проводить, мы сказали, что к игре допускались лица, не допускались лица, обучающиеся в исламских учебных заведениях. То есть, если человек, у него есть какое-то образование, или исламское, или если он является студентом исламского вуза, то мы таких людей не допускаем. И возраст
чтобы участников был от 18 до 30 лет. Итак, игра проходит в 2 тура. Первый тур мы отберем 16 человек. Мы раздадим вам листки, в которых будут по 10 вопросов. Если мы увидим, что кто-то подсказал, или кто-то подглянул в телефон, или нарушил то правило, о котором мы говорили, то мы имеем право за собой поднять этого участника и вывести его за дверь. Это в этих 10 вопросах, когда вы ответите на эти 10 вопросов, мы соберем все вопросы. Тот, кто закончит раньше всех, он может просто поднять руку и сказать о том, что он закончил. Мы возьмем его ответ. Когда вам раздадут листки, вы на одной стороне напишите фамилию, имя, отчество, поставите свою подпись и будете ждать, когда вам разрешат открыть эти листки и писать ответы. После того, как мы соберем ваши ответы, мы отберем из всех ответов 16 человек. То есть из всех участников мы выберем 16 участников, которые более правильно ответили на вопросы. После этого оставшиеся, кроме этих 16, оставшиеся участники, если они пожелают выйти, то они могут выйти и заниматься своими делами. Кто захочет остаться как зритель, досмотреть эту игру, может остаться. Затем на дачу всех этих ответов дается 10 минут. Если кто-то не успел, он просто отдает свой листок, правильно он ответил, неправильно, на все или не все вопросы он ответил. Во втором туре уже будут проводить отборочные также игры. Из этих 16 мы отберем 8, потом из 8 мы отберем 4, ну и так далее. Я желаю всем удачи. Если бы у нас была возможность вас всех отправить в хадж, мы, конечно, вас всех отправили в хадж, но, к сожалению, у нас ограниченные возможности, поэтому мы сначала отберем 3 человек, которые займут эти первые места. Да, Аллах Тубахуши. شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق أحب الله عن أدب وصدق ولا أرضى سوى التقوى خلاق شراب الحب يعرف بالمذاق وما كل السقات له بساق. Так, мы посмотрели ответы, выбрали 16 человек. Я зачитаю правильные ответы. Вот, честно говоря, некоторые ответы меня очень удивляли. Вы когда пишете ответы, пишите внимательнее, читайте вопрос, попытайтесь понять, о чем там говорится. Кормилица пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, была Халима. Сколько пророков и посланников упомянуто в Священном Коране? Некоторые люди писали 124 тысячи. 124 тысячи их всего было, а упомянуто в Коране было 25. На сколько частей разделяется Священный Коран? Часть это джуз. То есть Коран состоит из 30 джузов. Некоторые отвечали там на 2 части, на 4. Правильный ответ 30. Кто стал составителем первого календаря по хиджре? Опять очень много ошибок было. Некоторые писали, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, правильный ответ Умар бин Хаттаб. Он был составителем первого календаря. Сколько лет пророк Нух призывал к единобожию? Сколько он прожил, мы не знаем, но призывал он 950 лет. Сколько раз за свою жизнь солгал пророк Ибрагим? Было 3 случая, когда пророк Ибрагим солгал. Он был вынужден сказать. Сколько раз в Священном Коране встречается символ, указывающий на земной поклон? Правильный ответ 14.
о ком пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: он фараон этой уммы. Вот когда вы пишете ответ, кто такой вообще фараон? Фараон – диктатор, убийца, жестокий, несправедливый человек. Очень много ответов писали Абу Бакр. Как Абу Бакр мог быть фараоном? Или там Усман. Писали вообще очень странные ответы, честно говоря. Надо было просто понять, что если фараон, значит он был враг мусульман. И это был Абу Джахль. Кого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, назвал хранителем этой уммы? Он назвал своего сподвижника Абу Убайда. И последний вопрос, который был: кто отговорил от участия в битве при Ухуде группу мусульман численностью около 300 человек? Опять писали Абу Бакр, там, Усман и так далее. Как Усман или Абу Бакр могли отговорить людей от участия при джихаде, когда сам пророк выступал против многобожников? Это был лицемер. Его называли Раисуль Мунафикин, правитель лицемеров. Абдулла бин Убайе. Да. Абдулла бин Убайе. Посчитав все правильные ответы, мы выбрали 16 человек. Я зачитаю фамилии. Первый это Аушев Хабибулла, Чичоев Харон, Аздоева Марьям, Чаркиева Тамара, Альдиев Хазир, Ужахов Азамат, Бакаев Тепсурхо, Мальсагова Зухра, Чичоев Казбек, Богатырев Адам, Нальгиев Назир, Богатырева Паиза, Моисигов Магомед, Пугоев Адам и Хампоева Ася. Тимирбиев Магомед ознакомит вас с регламентом второго тура. И после того, как будут произведены некоторые перестановки здесь на сцене, мы приступим к игре. Для сведения сразу объявлю первую четверку. Это Аушев Хабибулла, Бакаев Тепсурко, Мальсагова Зухра и Хамхоева Ася. Просто приготовьтесь. Так, я передаю микрофон Тимирбиеву Магомеду. Он вас ознакомит с правилами второго тура. Ассаламу алейкум. В общем, прежде чем начать, я вам объясню ряд правил, которые вы должны придерживаться. Четверка игроков, которые выходят сюда играть, садится за игровые столы. Здесь будут установлены сейчас лампы. Игра будет проводиться по правилам своей игры. То есть вам будет читаться вопрос. Вопросы будут разбиты на темы. В каждой теме по 4 вопроса усложненной сложности. То есть первый вопрос темы за 10 баллов, второй вопрос темы за 20 баллов, потом за 30, за 40. Если игрок, участник, считает, что он знает ответ на этот вопрос, в любой момент, когда этот вопрос читается, он имеет право нажать на кнопку. Правда, я не советую вам спешить, лучше послушать хорошенечко, но по правилам вам разрешено. Если вы знаете ответ, считаете, что вы его знаете, вы можете нажать на кнопку, загорится ваша лампочка, мы узнаем таким образом, кто из вас раньше нажал на кнопку, вы скажете свой ответ. В случае, если этот ответ правильный, то вам начисляется количество баллов стоимости этого вопроса. Допустим, если вопрос был за 10, если вы правильно ответили, то вам начисляется 10 баллов. В случае, если вы неправильно ответили, тогда это минус 10 баллов. То есть, в случае, если вы не вполне уверены, лучше, может быть, не рисковать. Потом, желательно все-таки вопрос слушать. Иногда даже до конца. Поэтому будьте внимательны. И еще, если вы нажмете на кнопку, допустим, ведущий там 3-4 слова уже сказал, вы нажмете на кнопку, то ведущий для вас уточнять ничего не будет. Вы уже должны будете ответить на свой страх и риск, образно говоря. Как вы будете проходить дальше? Во время этого этапа 4 четверки выйдут, сыграют.
Первое, второе место этой четверки выходит в следующий этап. Соответственно, раз четверок 4, то по 2 человека с каждой четверки, это в следующий этап выходит 8 человек. По 2 игры. Из этих 8 человек, их тоже разбивают на четверки. Первое, второе место выходит уже в финал. Ну вот, в принципе, все. Сейчас мы подготовим эти столы, и вас начнут вызывать непосредственно вашу игровую четверку. Мы начнем игру, иншаллах. Я разбил вопросы на 5 категорий. Первое – это вопросы о Коране. Вторая категория – это вопросы о хадисах. Третья категория – это о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. Четвертое – это вообще о пророках. И пятое – это о сподвижниках пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Вопросы будут тоже нарастающие. То есть, если на первый вопрос вы правильно ответите 10 баллов, на второй вопрос правильно ответите 20 баллов, на третий вопрос 30 и на четвертый 40. В каждой категории по 4 вопроса. Если кто-нибудь из вас нажмет на кнопку и ответит неправильно, то столько, сколько баллов идет за этот вопрос, у вас будет минус. Поэтому прежде чем нажать на кнопку, убедитесь, что ваш ответ будет правильный. Итак, мы начинаем. Да, правильно. Сколько женщин упомянуто в Коране по имени? Две. Неправильно. О какой суре пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что она является сердцем Корана? А? Да, говори. Ну да, одна. Правильно. Извиняюсь, поторопился. О какой суре пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что она является сердцем Корана? Нет, неправильно. Это вопрос за 30. Нет, сура. Да, правильно. Это за 30 баллов. О какой суре пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что при ее чтении она будет заступничать в могиле? Мульк. Да, правильно. За 40 баллов. Теперь мы перейдем на категорию о хадисах. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, этот вопрос за 10 баллов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, лучшим из вас является тот, кто изучает Коран. Продолжите. Мальсагова. Обучает этому других. Да, правильно. Второй вопрос за 20 баллов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, 3 признака лицемерия. Если говоришь неправду, не сдерживаешь обещания и... Вероломство, нарушаешь договор. Правильно. 20 баллов. Что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что первым искушением сынов Израиля, согласно... Правильно. Первый вопрос за 10 баллов. Сколько раз ангелы рассекали грудь пророка Мухаммада? Правильно. Да.
Второй вопрос за 20 баллов. В скольки битвах участвовал посланник Аллаха? А? Не, в 9. 27 10 сражался сам. Нет, неправильно. 27 он участвовал, но сражался. Сколько битв? Не непосредственно он сам сражался. Не, неправильно. В 9 битвах он сражался. В какой битве ранили пророка Мухаммада и сломали зуб? Она первая нажала. Это за 30. Да. Вы не торопитесь ответить. Я покажу на человека, который первый нажал на кнопку. Мы видим ваши лампочки. 4-й вопрос за 40 баллов. Что сделал пророк Мухаммад в первую очередь по прибытию в Медину? Построил мечеть. Правильно. Теперь вопрос о пророках. Кто принес весть о царице Савской пророку Сулейману? 10 баллов. Второй вопрос за 20 баллов. Какого пророка проглотил кит? Кто? Лут? Лут? Нет, Правильно. Юнус, правильно. 20 баллов. Третий вопрос за 30 баллов. Кому из пророков было послано испытание в виде длительной болезни? Держите пальцы на кнопках. Все, 3, 2, 1, все. Аюб. Да, Аюб, правильно. Это за 30. Каким ремеслом владел пророк Идрис? Я не знаю. Правильно. За 40. Теперь вопрос о сподвижниках пророка Мухаммада. Сколько лет был халифом Абу Бакр? Правильно. 2 года. Да, Несколько месяцев. Второй вопрос за 20 баллов. Не торопитесь. Кого усыновил пророк Мухаммад? Правильно. Пророк Мухаммад сказал о своем сподвижнике, что из-за смерти его закачался престол Аллаха. Сагин. Саад ибн Муаз. Нет, неправильно. Сброс. Неправильно. Сбрось его. Да? Нету ответа? Такой же будет. Абдулла бин Раваха. Правильный ответ. Мы сейчас посчитаем баллы.
Да, все. И 2 человека наибольшее, у кого наибольшее количество баллов, он остается на второй тур. Первое место Аушев Хабибулла, 110 баллов Аушев Хабибулла, и второе место Мальсагова Зухра, 60 баллов. Вы в следующий тур проходите. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто прочитал эту суру, прочитал треть Корана. Ихлас, правильно, 10 баллов. Второй вопрос, 20 баллов. Что относится к числу священных писаний? Ты нажал. Коран, Забур, Инджил, Таурат. Это 20 баллов. Третий вопрос. 30 баллов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто будет читать эту суру каждый день, того не коснется нужда и бедность. А? Сура Вакия. Правильно. Да. Четвертый вопрос. Какой самый длинный аят в Коране? Нет ответа. Бакара. Какой самый длинный аят в Коране? Да. Мне не обязательно называть номер, просто можешь сказать, о чем этот аят говорит. Можешь нажать еще раз. Да? Все. Нету ответа, да? Сури Корова, аят о долге. Вопросы о хадисах. Первый вопрос. Пророк Мухаммад, за 10 баллов. Пророк Мухаммад сказал: не тот силен, кто побеждает многих, силен ли что? Владеет собой в гневе. Правильно. На 10 баллов. Заходи с 10 баллов. Пророк Мухаммад, сказал: 2 слова любимых милостивым. Правильно. Согласно хадису, когда человек умирает, все дела его прекращаются, за исключением 3. Садакатун джария, непрерывная милостыня, полезные знания, которые он передал людям. И потомство, которое остается. Правильно. Это за 30. В одном из хадисов пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: не указать ли вам на то, посредством чего вы будете любить друг друга? На что указал пророк? Распространение. Ассаляму алейкум. Да, правильно. 40 баллов. Вопросы о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям. За 10 баллов. Сколько лет было пророку, саллаллаху алейхи вассалям, когда он впервые выехал в Шам с дядей Абу Талибом? 9 лет. Неправильно. 10. Повторить. Сколько лет было пророку, саллаллаху алейхи вассалям, когда он впервые выехал в Шам с дядей Абу Талибом? 12, правильно. 10 было. Как называлась пещера, за 20 баллов, как называлась пещера, в которой... Я еще не закончил вопрос. Что Хира? Там было 2 пещеры. Может, я другой вопрос имел в виду. Ну, вообще правильно. Сколько лет пророк призывал в Мекке скрыто? 3 года. Правильно. 40.
Вопрос о пророках. Какому пророку была послана верблюдица? Чаркиева. Салиху алейхиссалям. Правильно. 10 баллов. Вопрос за 20 баллов. Сколько лет пророк Юсуф провел в темнице? Семь. Правильно. 20 баллов. Кто из пророков, за 30 баллов, кто из пророков был самый благородный, то есть по роду? Нет, неправильно. Это за 40 баллов. Нет, подожди, за 30 баллов. Юсуф? Юсуф, правильно. Да. Вопрос за 40 баллов. Кто был первый из пророков, который написал слово «Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим»? Не знаете, да, вот? Это был пророк Сулейман. Вопросы о сподвижниках. Первый вопрос за 10 баллов. Кого называют меч Аллаха? Правильно. Второй вопрос за 20 баллов. За что один из подвижников получил кунью Абу Хурайра? По какой причине? Котенок. Отец котенка. Ну что, отец котенка? Это значит его имя. Носил, Да, правильно. Да. Это 20 баллов. Да. Кого называли лев Аллаха? Это за 30 баллов. Хамза бин Мандур. Да, правильно. Как звали раба Эфиопа, убившего Хамзу? Его звали Вахши. Вахши, правильно. За 40 баллов. Все? Посчитай. Первое место Аздоев 90 баллов. Второе место Нальгиев Назир 85 баллов. На сцену приглашаются Килоев Акраман, Ужахов Азамат, Цичуев Казбек и Пугоев Адам. Первая категория Коран. Первый вопрос за 10 баллов. Какие суры были ниспосланы от колдовства? Ихлас, Фалак, Нас. Правильно? Ну вообще там было две суры ниспосланы. Он назвал 3. Суратейни Муауазатейни назвали эти суры. Если я ошибаюсь, пусть меня поправят наши. А? Фалак и Нас, да. Это мы в минус или плюс? Правильный ответ, да? Неправильно. Просто дальше не знаю, не надо озвучить, не знаю, другие полные. Все понял. Второй вопрос, 20 баллов. Что названо в Коране и питьем, и лекарством? Зала не надо кричать. Замзам вода. Неправильно. Не слушайте тех, кто сидит в зале. Нету правильного ответа. Мед. Третий вопрос. Из 114 сур Корана лишь одна начинается не со слов «Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим». Сура Тауба. Правильно, 30 баллов. Да. Как мы определяем суры или аяты на мекканские или мединские? Как мы их различаем? По таджвиду. По таджвиду? Нет.
Казбек. Те, которые относятся к законам шариата, ниспосланы в Медине. А те, которые касаются единобожия, то есть акиды, относятся к мекканскому. Неправильно. Это за 30, за 40. Нету ответа. Те, которые были ниспосланы до хиджры, являются мекканскими. Те, которые были ниспосланы после хиджры, являются мединскими. Перейдем на следующую категорию. Хадис. Пророк Мухаммад сказал: женщина подобна ребру. Есть. Не старайтесь ее выпрямить, а то она сломается. Правильно. Второй хадис. Сообщается, что Абу Гурейра, да будет им Аллах, сказал: мой самый любимый друг посоветовал мне делать 3 вещи, то есть пророк, от которых я не откажусь до самой своей смерти. Он посоветовал мне поститься по 3 дня ежемесячно и совершать дополнительную утреннюю молитву духа. Что он посоветовал еще? 3. Нет ответа. Ложиться спать только по совершению витра. Пророк Мухаммад, так, за 30 баллов. Следующий вопрос. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о молитве. Эта молитва лучше всего, что есть на этой земле. О какой молитве идет речь? Таджуд. Нет. Это за 30. Это 2, я скажу ответ, это 2 раката сунны перед утренней молитвой. И 4-й вопрос по хадисам. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: о посланник Аллаха, мы считаем наилучшим делом джихад, так не принять ли нам в нем участие? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: нет, наилучшим джихадом для вас является подчинение мужу. Неправильно. 40 баллов. Джихад со своим телом. Неправильно. Работа в доме? Нет, неправильно. Ну, наверное, уже все. У тебя нету больше вариантов. Это безупречно хадж. То есть мы всегда же говорим, женский джихад — это совершение хаджа. Есть такая фраза. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о пророке: кто больше, это за 10 баллов, кто больше всех из числа родственников Мухаммада пытался помешать ему? Последний. Абу Лахаб. Правильно. Почему определенный год назвали годом скорби? Год, в который умер Хамзат, дядя пророка, его жена Хадиджа. И умер дед пророка. Неправильно. Неправильно. Это за 20 баллов. Это 10-й год миссии смерти Хадиджи и Абу Талиб. Правильно. За 20. Как звали животное, на котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был перенесен из Мекки в Аляксу? Последний. Аль-Барак. Аль-Барак. Правильно. Бурак. Правильно. Лейда Туль-Бара есть.
Как называлась пещера, в которой пророк саллаллаху алейхи ва саллям спрятался с Абу Бакром от многобожников? Нету ответа. Пещера называлась Саур. Вопросы о пророках. Первый вопрос за 10 баллов. Какому народу был послан пророк Худ? Тоже нету ответа. Нет, неправильно. Ладно, правильный ответ адитам. Второй вопрос. За 20 баллов. Как звали отца Юсуфа? Последний. Якуб, алейхиссалам. Правильно, 20 баллов. Третий вопрос за 30 баллов. В каком возрасте умер Ибрагим, пророк Ибрагим? Тоже нет ответа. Ему было 175 лет. Четвертый вопрос. Какого пророка Аллах послал в города Содом и Гоморра? Это 40 баллов. Пророка Лута. Правильно. Ты что? Вопросы о сподвижниках. Сколько лет халифом был Умар бин Хаттаб? 10 лет. А? Правильно. Это 10 баллов. Они все работают исправно. Второй вопрос за 20 баллов. Кто стал первым проповедником в исламе, посланный в Медину? Как его звали? Мусаб. И? Ну, Мусаб, правильно. Мусаб ибн Убей. Да. За 20 баллов. Да. Третий вопрос за 30 баллов. Как звали сподвижника? Родителей, то есть его родители, он и его дети были сподвижниками пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Нет ответа. Абу Бакр. И четвертый вопрос за 40 баллов. Какая женщина в истории ислама стала первой мученицей, павшей за веру? Сумая. Правильно. Вопросов, конечно, ответов, конечно, немного. Правильно. Мы сейчас посчитаем. Так, первое место это Цучоев Казбек, 20 баллов. Второе место Ужахов Азамат, минус 30 баллов. Итак, приглашается четвертая четверка. Это Цучоев Харон, Альдиев Хизир, Богатырев Адам и Моисигов Магомед. Прошу в такой же очередности рассаживаться. Первый вопрос за 10 баллов. Аллах в Священном Коране сказал: «О пророк, почему ты запрещаешь себе то, что позволил тебе Аллах, стремясь угодить своим женам? Что запретил себе пророк?» Наложницы. Наложницы? Нет, у него были наложницы. Ответа нету. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, я объясню этот ответ. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, уходил к одной из своих жен и пил мед. И однажды он пришел, и те жены, которые ревновали, они ему сказали: у тебя со рта идет неприятный запах,
чтобы он к ней не ходил. И тогда он сказал: клянусь Аллахом, я больше не буду пить мед. И Аллах не спасал этот аят. То есть он запретил себе мед. Ну, наверное, сложный вопрос. Второй вопрос. В Коране упоминается о том, что жены двух пророков окажутся в аду. О ком идет речь? Кого жены они были? Второй. Ибрахима и Лута. Неправильно. Нету ответа. О женах пророка Нуха и Лута. Ибрахима как могла быть? У него уже две жены были, вернее 4, но они все были. Правильно. Так, третий вопрос. За 30 баллов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не превращайте свои дома в дома не превращайте свои дома в кладбище. Поистине сатана избегает дома, в котором читают суру. Сура Аль-Багара. Правильно. И четвертый вопрос за 40 баллов. Сколько аятов в Коране? 6626. Есть ответ еще? Нет, неправильно. Нет, неправильно. Его ответ неправильно. Давайте мы спросим у них там. Это за 40 было. Мы спросим у наших алимов. Если... Нет, нельзя. 6236. Это за 40. Хадис за 10 баллов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если бы я не боялся, что для моей уммы будет это сложно, то я бы приказал. Только хадисов много. Мисваком пользоваться. Правильно. 10 баллов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: с тремя не заговорит Аллах в день воскресения, не посмотрит на них и не очистит их. Им уготовано мучительное наказание, опускающий края одежды до земли, попрекающий людей и высокомерный. Так опускающий он и есть высокомерный. Лицемеры. Неправильно. Опускающий свою одежду был такой обычай у арабов. Они проявляли свою гордость и высокомерие. Он не был высокомерным. Правильный ответ: избывающий свой товар с помощью ложных клятв. Третий вопрос. Как звали сподвижника, который передал больше всех хадисов? Второй. Нет, вот второй. Абу Хурайра. Абу Хурайра, правильно. 30. Вопрос за 40 баллов. Согласно хадису, в могиле человека будут спрашивать два ангела. Вот, что вопрос? Накир и Мункар. А? Накир и Мункар. Правильно. Да, 40. О пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям. Первый вопрос. За 10 баллов. Что пообещали многобожники тому, кто поймает пророка, когда он переселялся в Медину? Ну это уже легкий вопрос. Все богатство того, кто был сам. Правильно. Все, вопрос не зачтется. Какой-то деятель там крикнул. 100 верблюдов они предложили за пророка.
Да, это 10 баллов. Второй вопрос. В какую пищу иудейка добавила яд, чтобы отравить пророка? Ребрышко баранины. Ну, правильно, да. Третий вопрос за 30 баллов. Сколько раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершил хадж? Хадж 1 раз. И четвертый вопрос. Правильно, да. Это за 30 баллов. И четвертый вопрос. Сколько раз пророк саллаллаху алейхи ва саллям совершил умру? Вот первый. 4 раза. Правильно. Вопросы о пророках. Первый вопрос. Что сделали братья Юсуфа с ним? Первый. Бросили в колодец. Правильно. 10 баллов. Второй вопрос. Как звали мать Исмаила? Пророка Исмаила. Хаджар. Правильно. Третий вопрос. Кому был послан пророк Салих? Какому народу? К самудянам. Правильно. 30 баллов. Четвертый вопрос. За 40 баллов. Кто из пророков был кузнецом? Дауд. Правильно. Вопросы о сподвижниках. Первый вопрос. Как звали того сподвижника пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, который пользовался его особым доверием? Абу Бакр. Ну, я уточню вопрос. Особым доверием я имел, его называли Аминуль Умма. То есть особым доверием, кому он доверял секреты свои. Скидывай. Его назвали Аминуль Умма. Хузайф ибн Аль-Яман. Второй вопрос. Сколько лет было Абу Бакру, когда он умер? — 63. Правильно. Третий вопрос. Кто убил Умара бин Хаттаба? Как его звали? Абу Люлю. Правильно. 30 баллов. И четвертый вопрос, последний, 40 баллов. Кто в истории ислама был первым человеком, использующим почту? Ну, я могу сказать, кто из халифов. Некому? Ладно, Умар бин Хаттаб. Я понимаю, что были сложные вопросы, что были легкие вопросы, но то она и игра. Первое место Альдиев Физир 120 баллов. Второе место Майсигов Магомед 60 баллов. Так, мы начнем. Правила вы все помните. Мы приступим к игре. Начнем мы с категории Корана. Первый вопрос. 10 баллов. Прежде чем нажать на кнопку, поймите сперва, о чем вопрос. И ответ давайте в микрофон, чтобы все слышали. Первый вопрос.
Какую суру называют матерью Корана? Фатиха. Фатиха. Да, правильно. Да, 10 баллов. Второй вопрос. 20 баллов. При каком халифе был собран Коран воедино? При Османе ибн Аффане. Неправильно. Первый раз при Абу Бакре. При Абу Бакре был собран. Он был отдельно записан на камнях, на листьях и так далее, и он был у разных сподвижников. И Абу Бакр приказал собрать его воедино. Инициатором был Умар бин Хаттаб, но сделал это Абу Бакр. Третий вопрос. 30 баллов. Какую суру читал Ибн Мас'уд, когда впервые вышел призывать многобожников? Ар-Рахман. Правильно. 30. Четвертый вопрос. Имам Аш-Шафии сказал, если бы была ниспослана эта одна сура, Аль-Аср. правильно. Имам Шафии сказал, если бы была ниспослана эта одна сура, то ее было бы достаточно для людей. Да. Так, вопросы о хадисах. Первый вопрос, 10 баллов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, больше всего я опасаюсь того, что вас поразит малое многобожие. Ты? Показуха. Правильно. А? Правильно. Показуха. Второй вопрос. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, 20 баллов. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не следует завидовать никому, кроме двоих. Кроме двоих, первый это тот, кто обладает знанием и распространяет его среди людей. Второй тот, кто обладает богатством и тратит его на пути Аллаха. Правильно. Да. Третий вопрос. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили, какой заработок является наилучшим? Что он ответил? Правильно. Человек, который зарабатывает своими руками. 30, да. Четвертый вопрос. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, проходя мимо двух могил, сказал, эти два человека получают наказание. Да. Один не распространял намим, а другой свою одежду не охранял нечистоту. Правильно. Это 40 было. Да. Вопросы о пророке, саллаллаху алейхи ва саллям. Как назвал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, первую мечеть в Медине? Куба. Правильно. Это 10 баллов. Второй вопрос, 20 баллов. Какая кунья была у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Абуль-Касим. Правильно. Третий вопрос. Как называли пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, до ислама? Правильно. Мальсагова ответила на два вопроса и догоняется. Так. Так. И четвертое, 40 баллов. Каким было последнее наставление пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, перед смертью? Последние слова перед смертью. Моя община, моя община. Нет. Чтобы мусульмане не разделялись, чтобы... Нет. Вот пришли вестники смерти. Нет. Это зафиксируется только при нажатии. Если ты на кнопку нажмешь только. Нет? Женам своим к семье быть хорошим. Нет. Уже второй раз нет. 40 баллов.
Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: ас-сала, ас-сала. Молитвы, молитвы, он говорил о молитвах. Так, вопросы о пророках, саллаллаху алейхи вассалям. Первый вопрос, 10 баллов. Каким ремеслом владел пророк Нух? Плотничество. Правильно. Второй вопрос, 20 баллов. В какой день пророк Адам зашел в рай? В пятницу, правильно. 20 баллов. Да. Кого из семьи Нуха Аллах утопил в воде? Канана, сына Нуха. Неправильно. Его жену. А и его жену, правильно. Сына и жену. А? Как вы думаете? Засчитается? Засчитаем. 30. Просто если не полный ответ, говорите не полный, если он дополнен. Угу. Я буду подчеркивать, что не полный. Угу. Четвертый вопрос, 40 баллов. Каким по счету сыном был пророк Юсуф? Один. Правильно, 11. 40 баллов. Да. И тема о сподвижниках пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Первый вопрос. Кто из мужчин первым уверовал в пророка Мухаммада? Абу Бакр. Правильно. Да, есть. Второй вопрос, 20 баллов. Кто стал первым послом в исламе? Абдулла ибн Хузафа. Неправильно. Да. Неправильно. Все, нету больше ответа. Осман бин Аффан. Третий вопрос. Кто был первым родившимся сподвижником после переселения в Медину? Абдулла ибн Зубейр. Правильно. Это 30. И четвертый вопрос, 40 баллов. Кем являлся Зубейр ибн аль-Аввам пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям? Племянником? Неправильно. Это 40 баллов. Нету ответа? Двоюродным братом. Двоюродным братом. София была его дяищ. То есть отца сестра. И ее сын был Зубейр ибн аль-Аввам. Это правильный ответ, да. Двоюродный брат. Ну вот сейчас посчитаем, кто из вас четверых остался. Все. Первое место Альсагов Зухра 100 баллов. Второе место Аушев Хабибулла 90 баллов. На сцену приглашаются Ужахов Азамат, Цучуев Казбек, Альдиев Хизир и Майсигов Магомед. Так, начинаем. Бисмилля. Первая категория у нас Коран. Первый вопрос, 10 баллов. Какую суру читают каждую пятницу? Кахф. Да, правильно. Сура Пещера. Второй вопрос. Прочитав какую суру Умар бин Хаттаб принял ислам? Сура Таха. Правильно. 20 баллов. Третий вопрос, 30 баллов. Какой аят прочитал? Так, вопрос не обязательно номер аята или суру называть. Может просто сказать содержание, о чем пророк сказал, о чем Абу Бакр сказал. Какой аят прочитал Абу Бакр Умару бин Хаттабу после смерти пророка?
он прочитал аят, в котором говорилось, если вы поклоняетесь пророку, то пророк умер, а если вы поклоняетесь Аллаху, то Аллах вечен. Неправильно. Это 30 баллов. Можете повторить? Какой аят прочитал Абу Бакр? То, что ты сейчас сказал, это были слова Абу Бакра. Он просто сам сказал, а затем прочитал аят. Не, неправильно. Абу Бакр прочитал аят. Мухаммад всего лишь посланник Аллаха. И если он умрет, неужели вы повернетесь вспять или отвернетесь от религии? И Умар бин Хаттаб опустил меч и сказал: клянусь Аллахом, как будто я первый раз слышал этот аят. Четвертый вопрос, 40 баллов. В Коране есть аят. О мой отец, я видел 11 звезд, солнце и луну. Юсуф. Это Юсуф, да, сказал своему отцу. Да. 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 Я мог его и повернуть по-другому. Хадис первый, 10 баллов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: пусть тот из вас, кто увидит порицаемый, изменит это собственноручно. Либо рукой, либо словом, либо сердцем. И проявление сердцем самое низкое проявление и имана. Правильно. Это за 10 баллов. Второй вопрос, 20 баллов. Почти все сборники хадисов начинаются с этого хадиса. О каком хадисе идет речь? Инни а'малу бинният. Ну, правильно, да. Иннамаль а'малу бинният. Поистине дела по намерению. Правильно. Да. В одном из хадисов сказано, 30 баллов, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, освободил из рабства Софию и подарил ей в качестве калыма что? Свобода. Правильно. Да. 30. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: в животе такого человека, который пьет из серебряного сосуда, будет что? Железо в жидком виде. Нет, неправильно. Это за 40. Нету больше вариантов. Шуметь, пламя ада. Пламя ада — правильный ответ был. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, категория пророка Мухаммада. Сколько лет было пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, когда умерла его мать? 5. А? Нет. 6. 6, правильный ответ. Второй вопрос. Когда родился пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям? В 571 году месяца Рабиль Ауаль. Правильно. Это 20 баллов. Третий вопрос, 30 баллов. Сколько лет прожили в браке пророк Мухаммад и Хадиджа? 10. Неправильно. 15. Неправильно. 12. Неправильно. Правильный ответ, вот вы говорите 10, 12. Если 10 лет, пророк женился, когда ему было 25 лет. Если 10, значит до пророчества умерла Хадиджа. Или если 12, до пророчества. Она же умерла после того, как он объявил себя пророком. 24 года они вместе прожили. Четвертый вопрос, 40 баллов.
Когда пророку Мухаммаду ﷺ и всем остальным мусульманам было вменено в обязанность совершения ежедневных 5 молитв? Когда пророка Мухаммада ﷺ вознесли к Аллаху на 7-е небо. Правильно. Это за 40. И вопросы о пророках. Из кого состояла армия Сулеймана? Из людей, джиннов и животных. Правильно. Да, 10. Второй вопрос, 20 баллов. Имя какого пророка означает «он будет жить»? Яхья. Яхья, правильно. Да. Третий вопрос. Какого животного опасался пророк Якуб, который может навредить его сыну Юсуфу? Волк. Правильно. Да. Четвертый вопрос. Назовите 5 великих пророков, которые были выделены из всех остальных. Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Иса, Ибрахим, Муса. И Сулейман. Неправильно. Да. Я озвучу. Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад. Вопросы о сподвижниках. Первый. Кто из женщин первый уверовал в пророка Мухаммада? Хадиджа. Хадиджа, правильно. 10 баллов. Второй вопрос. 20 баллов. Кто предложил пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, приказать женщинам носить хиджаб? Амар. Амар бин Хаттаб, правильно. Третий вопрос, 30 баллов. Кто из подвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, был известен как лучший толкователь Корана? Абдулла ибн Аббас. Правильно. Да. И четвертый вопрос, последний. Кто является главой павших за веру? Хамза ибн Абу Талиб. Абдул-Муталиб. Абдул-Муталиб. Да, Хамза, правильно. Все, сейчас мы посчитаем. Это 40. Так, первое место Чечевик Казбек 110 баллов. Второе место Альдиев Хизир 80 баллов. Так, сейчас будет финальная игра. Приглашаются Аушев Хабибулла, Мальсагова Зухра, Чечоев Казбек и Альдиев Хизир. Так, категория Коран. Первый вопрос. Как называется растение, упомянуто в Коране как пища обитателей ада? Дерево закум, правильно. Второй вопрос. Назовите 3 суры с названием насекомых. Муравьи, пчелы, муравьи, пчелы и паук. Правильно. Муравьи, пчелы и паук. Третий вопрос. Аллах сказал, обращаясь к пророку, о пророке:
Он нахмурился и отвернулся. Как звали мужчину, по причине которого пророк нахмурился и отвернулся? Мактум. Правильно? Это не полный ответ. Абдулла ибн Мактум. Абдулла его звали. Мактум. Мактум можно понять и его брата, и его сестру там. Это 30 баллов. Четвертый вопрос. Пророк Мухаммад сказал: тот, кто выучит первые 10 аятов этой суры, Сура Кахф. Тот, кто выучит первые 10 аятов этой суры, Аллах сохранит его от даджала. Это за 40 баллов. Да, правильный ответ. Вопросы о хадисах. Посланник Аллаха сказал: признаком хорошего исповедания ислама человеком является его отказ от чего? Того, что он не знает. Неправильно. 10 баллов. 10 баллов. От сомнительного. Неправильно. От того, что его не касается. Отказ от того, что его не касается. Второй вопрос. 20 баллов. Абдулла бин Умар сказал, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, взял меня за плечи и сказал: будь в этом мире, будто ты... Как путник. Как путник, правильно. Будто ты путник. Это, да, 20 баллов. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: поистине дошло до людей из слов первого пророчества следующее: если ты не чувствуешь стыда, то... Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Это 30 баллов. Четвертый вопрос. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благое или молчит. Говорит благое. Я не закончил вопрос. Надо отвечать. Ладно, я... Либо говорит благое, либо молчит. Ну, я так и сказал. Я зачитаю еще раз вопрос, но у тебя он идет в минус. Минус 40. Пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, говорит благое или молчит. И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день, оказывает уважение своему соседу. И пусть тот, кто верует в Аллаха и в последний день... Что дальше? Нету ответа. Хорошо принимает своего гостя, то есть оказывает уважение гостю. О пророке Мухаммаде вопросы сейчас. Первый вопрос, 10 баллов. Сколько дядей пророка приняли ислам? 2. 2, правильно. Кому направился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с Хадиджей после того, как увидел Джабраила? Вараки. Правильно. Третий вопрос. Как звали монаха, который сообщил Абу Талибу о том, Бахира, правильно, о том, что он будущий пророк? 30 баллов, да. Мальсагова молчит, а потом просто больше баллов. Четвертое. У кого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, остановился, когда только прибыл в Медину? Абу Аюб аль-Ансари. Правильно. Категория пророков. Первый вопрос. С именем какого пророка связано появление источника Замзам? С пророком Ибрагимом и его сыном Исмаилом. Правильно. 10 баллов. Второй вопрос.
Под каким растением укрылся Юнус после того, как освободился из чрева кита? Тыква. Правильно, 20 баллов. Историю о каком пророке Аллах назвал в Коране самой прекрасной? Ибрахим. Неправильно. Нету ответа. Аллах в Коране говорит: «Нахну наксус алейка ахсан аль-кисаси». Мы расскажем тебе наилучшую, наипрекраснейшую историю о Юсуфе. 4-й вопрос. Какому пророку был ниспослан псалтырь? Дауд. Дауд, правильно. Вопросы о сподвижниках. Первый вопрос. Кого будут продолжать называть первым муаззином в исламе до судного дня? Беляль. Беляль, правильно. Второй вопрос. Какой халиф стал строителем первого исламского флота? Усман бин Аффан. Усман бин Аффан, правильно, 20 баллов. Третий вопрос. Кто из халифов первым в исламе объявил призыв на военную службу? Кто там? Амар бин Хаттаб. Амар бин Хаттаб. 30 баллов. И 4-й вопрос. Кто занимал при пророке Мухаммаде положение, подобно положению Харуна при Мусе? Али ибн Аби Талиб. Али ибн Аби Талиб. Вопросы у нас заканчиваются. Это 40 баллов. Если у нас с нашей стороны какая-то ошибка была, то это было в Аллахе, Аллах видит, это было непреднамеренно. Я прошу Аллаха, чтобы Аллах нам простил, если мы какие-то ошибки допустили. Ну и вы поймите нас правильно. Джазакаллаху хайр. Сейчас буквально 10 минут на подведение итогов и заполнение сертификатов и грамот. Просим вас не расходиться, пока жюри не появится через 10 минут. И сейчас для объявления победителей и награждения я приглашаю на эту сцену председателя комитета по делам молодежи Цучоева Ислама Башировича. Ассаламу алейкум. Хотел поблагодарить всех, кто принимал участие, кто помогал нам проводить это мероприятие. Это мероприятие не могло проходить без нашего муфтията. Представители муфтията нам очень помогли в составлении вопросов, проведении этого мероприятия, поэтому им отдельное спасибо за это. Баркалшан Ялрясхал. Также в этом мероприятии нам помогали люди, и за 3-е место призовой фонд обеспечил нам Тумгоев Алихан, мэр города Назрань, который будет оплачивать сертификат на поездку в хадж. И попросим представителя города Назрани, поаплодируем ему за спонсорскую поддержку. Дипломом за 3-е место награждается Мальсагова Зухра Берснакова. Приглашаем. Поддержим представителя. 3-е место заняла девушка. Главный приз — сертификат на поездку в хадж. Также я хотел, чтобы не торопилась. Сегодня также нам помогает провести это мероприятие представитель Билайна, которые обеспечили подарками наши призовые места. Попросим представителя. Сегодня они подготовили подарки. Это часы, фирменная ручка и мобильный телефон с сим-картой, которым они будут пользоваться, когда поедут на хадж. Прошу. Второе место с сертификатом обеспечивает комитет по делам молодежи. Отдельные аплодисменты. Так, для награждения дипломом 2-й степени приглашается Аушев Хабула Джабраилович.
сертификат. Первое место сегодня будет награждать у нас сегодня почетный гость на нашем мероприятии, заместитель председателя правительства Арсамаков Ахмед, который тоже изъявил желание обеспечить сертификатом на путевку в хадж первое место. Поблагодарим его за это. Дипломом первой степени награждается Альдиев Хизар Джабраилович. Аплодисменты, поддержим. Я надеюсь, наше мероприятие сегодня понравилось. Понравилось наше мероприятие? И я думаю, что мы заслуживаем один маленький сюрприз. Мне подсказали, что еще один человек захотел принять участие, сделать благое дело. Аушев Мусан. Он обеспечит путевку 4-е место. И на сцену приглашается Чучоев Казбек. По аплодисменту. Не потому, что мы однофамильцы. И отдельный приз. И еще маленький подарок. У нас приз зрительских симпатий за 5-е место, так мы его назвали, 5-е место, мы хотели бы наградить Аздоеву Марьям. Хорошо. Поддержим, поддержим. Очень хорошо выступала. Bakırcım öğretmen. Ya en aldı çıksa dekçur barklav çambuluş anto belgar dakla çarıştı dedek diğarıştı İslam'a onu ostuştu çar boğaz çaştı dekçur barklav lo harkis muhtiyaç çarağı dişaşnak çarağı hani alçı havaşı yala hem ilim halkı doğakış din halkı doğakış حوت دل صوت هكذا كده دوتش اوز بيزم بوتش ما خبرك گوش مشت طول دالو دريگه تا ير مو داتا رتز دلار اخچخش دريگ ديگ داتا دغ بولش نيس هاده خوس هاده دغ چوتن بركلا olsun hayk حبه karıştı اوز بيت حبه كان اوز مشين داغل واتجه شئلم شاش خور حبك ديتش شين خور حبر ديتر مو شين خور حبر مديتي وسو ديتت سيدا اخي تسوي كل تسوي علم عمد الدهت زنجينا اخي تسوي كل شيء تسوي ده جت كل وسقوا قاص وجت الاخي تسقوا قاص واقي دخل ايمنز علمت يلا سين خوي تخوي داق وات دقه سمو ديك جمعت يعني حمل لينش برك لاغاز ديش نظره مفتي نظره اسلام قصد برك شلون ياغاز او صوت شكت جرشت داق لا جنها دهر تابع من حديث دق عليه الصلاة والسلام بزاج أفضل الأمور إدخال السرور في قلب المسلم أجر بزا بوز بلغة بوه بوصل سجي دك شو غدو هرشدا غيتريا شدا ما سجي طبعا دوك غوز ديانت ما سج از باق طولن بخم از ديك صوت قاتشد ما سجا صار ما صار سج غدو بو تن حانوش نعت علم عمد ديك طولن بخا تطول متحشزوا تسقى وين دعوال تسقى هم دق زيتي شي حشزوا نقة ملا نعت علم كوتوا يحكى تنغ خاجبين تنا حشزوا هاوس يعني خير يعني كهان الله خديك يا مش توقف تيجان خير له ديال رياس خال مسارشته دارك لا سارشته كيچ ياش أحمد هنا
Озбол габахара. Дал си дол маснар эштбар дал цабол вы. Дал теха ему дик мероприятие хаваша yok хазмо дик дая дал нис иман тол болдым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Интеллектуальная игра «Знай свою религию» стала долгожданным и радостным событием в республике, отвечающее духовным запросам молодежи. Высокое же число участников – наглядный пример тенденции роста интереса молодых людей Ингушетии к знаниям религии.